Вот так, как показано в эпизоде этой киноленты, началось роковое утро 23 февраля 1944 года для десятков тысяч ингушских семей, не ведавших о коварных планах Сталина и его окружения. Могли ли они знать, что когда-нибудь их, мирных людей, активно помогавших фронту и стоявших на защите Родине, объявят врагами, а репрессии нашего народа вспоминают в 20-й Назрановской школе? Мехтуляция, дяка стынга хежежвы, море енно техкаш цухоль, царваскета лапар. А потом была долгая нескончаемая дорога, холодные вагоны, печка-буржуйка, плач, слезы об умерших. О событиях того страшного времени рассказывают в театрализованной постановке, поставленной по рассказу Микаила Базоркина «Паспорт». Сцена грабежа, зарождающаяся любовь Нины и Рустама. Парень читает ей стихи Байрона. Тогда они еще не знали, что ждет их в будущем. Имеем у нас приказ. Собирайся быстрее. 25 минут времени на сборы. Я стариков от них не брошу. Куда они, туда и я с ними. Его дома нет, он воюет, за вас воюет. А вы его семью не имеете права. Ребята, вы же наши, мы ничего плохого не сделали. Так, указом Президиума Верховного Совета СССР ингушей насильно заставили покинуть свои дома и вмиг попрощаться с прежней жизнью. Ингуши были массово переселены в основном в Среднюю Азию. Эта история на сегодня коснулась каждого жителя региона. Нельзя забывать именно этот день, потому что погибло очень много людей наших. Родину, имущество, будущее, свободу и право на жизнь. У ингушей забрали все. Вслед за первым увозящим наш народ эшелоном солярный знак «Колесо нашей жизни» повернулось вспять. Даже спустя 81 год боль в наших сердцах за тяготы наших предков, перенесших при высылке, не притупляется и не забывается. Мы не имеем на это права. Цитейп мероприятий харшараю в истории с десятилетия деды. Чтобы рассказать о событиях 44-го, Центр образования Магаса выбрал другое художественное произведение. Это «Крошки хлеба» Саида Чехкиева. Помимо театральной постановки подготовили также стихи и песни. Здесь, как и во всех школах, организаторы напоминают, забывать эту часть ингушской истории нельзя. царлайн жом ишай жом моцл шил здариги дуцш с берш дахалхдох долш звей дисларик дистиве еще ацрик ходолш с тахан дахалхдах на хабиха хашишт хакердах на уля тахана мероприятие ваших елайвах. Ингушский народ, как и другие репрессированные народы, долгие 13 лет страдал, но ни на минуту не терял свою надежду на возвращение в родные села. Он достойно прошел все испытания, уготованные судьбой, не предал свою родину, а в 1957 году вернулся на земли малой родины. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магас 24.